В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Автозимник «Светлый Сюльдюкар» откроют 17 ноября в Якутии. В Якутске сегодня открылась выставка, отражающая путь главного старейшего литературного журнала республики. В Нерюнгри благоустроят дворовые территории благодаря федеральному проекту «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Движение транспорта по сезонной автомобильной дороге из Светлого в Сюльдюкар разрешат с завтрашнего дня. Постановление об этом подписано администрацией Мирнинского района. Напомню, ледовая переправа проходит по реке Вилюй. Новый детский сад взамен двух старых деревянных дошкольных учреждений открыли в селе Крест-Кытыл Намского района. Проверить, как со своей задачей справились строители, приехал глава республики Айсен Николаев. Сад сможет принять 240 воспитанников. В трехэтажном здании разместили 12 групп, 2 из которых ясельные. Компьютерный класс, кабинет психолога. Есть современный пищеблок. Территорию вокруг благоустроили и сделали места для игр и спорта. Детский сад распахнет свои двери уже в начале следующего года. Учреждение соответствует всем современным требованиям. Направление будет всестороннее, дети будут развиваться новыми технологиями. Детский сад рассчитан с младенческого возраста до подготовительной группы. Примерно мы рассчитываем по 2, по 4 группы по возрасту. И сегодня, сейчас мы открываемся, мы очень ждем этот праздник. В центре заготовки пушнины продолжается прием шкуры соболя, белки, ондатры и других. В этом году всего запланировано заготовить более 18 тысяч шкур. Из них более 12 тысяч – это шкура соболя. Цена заготовки пушнины зависит от качества. Например, одну шкуру соболя принимают от 2 до 12 тысяч рублей, ондатру за 120 рублей. Если раньше песцовый мех был одним из ценных, то сейчас не пользуется большим спросом. Поэтому одна шкура оценивается за 700 рублей. По словам работников центра пушнины, меховое сырье приносят охотники или охотничьи хозяйства. Соболь больше всего добывают в Ленском, Алекминском и Алданском районах. Шкуры ондатры сдают из Вилюйска и Кобяйского района. На сегодняшний день в центре изготовлено более 12 тысяч шкур, что составляет 60% от госзаказа. Со своими агентами сейчас созваниваемся, что охотники вышли на путину очень поздно, в связи с тем, что очень теплое, много очень снега, даже дожди были. Поэтому в этом году как никогда медленно идет заготовка соболя. Но мы верим и ждем, что охотники после путины подойдут к нам и будут сдавать соболь и остальные шкуры. Да? В этом году у нас цена немножко подняли, потому что план, подтвержденный правительством и Министерством сельского хозяйства, у нас составляет 18 300 штук шкур. Сотрудники крупных научных центров России взяли пробы тканей доисторических животных, найденных на территории Якутии. Мероприятие проходит в рамках международного научного семинара «Четвертичная палеонтология и палеоэкология Якутии», которая в эти дни проходит в музее Мамонта Северо-Восточного федерального университета. Сегодня проходит семинар-практикум, где приглашенные гости, ученые, медики из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Института экспериментальной медицины города Санкт-Петербурга приняли участие в заборе проб мягких тканей и других лабораторных проб для дальнейшего изучения вирусов палеонтологических животных. По словам участников семинара, это будет большим вкладом в изучение возникновения и эволюции различных видов вирусов. Результаты этих исследований будут известны в течение следующего года. Работа эта важна с нашей точки зрения с двух позиций. Есть такой общий биологический вопрос, который стоит перед нами, который заключается в изучении эволюции бактерий различных видов, в том числе эволюции тех бактерий, которые могут вызывать заболевания, инфекционные заболевания у человека и животных. И вот древние бактерии, которые обнаруживаются в ископаемых животных, в мерзлых мумиях ископаемых животных, это уникальная возможность сравнить
древний генетический материал с современным и на основании этого сравнения получить информацию, уникальнейшую информацию о том, какими путями шла эволюция бактерий. 12-й национальный конгресс, посвященный вызовам общественного здоровья и здравоохранения в условиях пандемии, проходит в столице региона. Конгресс традиционно является важным научным и образовательным событием в области медицинской науки. Научная программа этого года включает в себя обсуждение актуальных вопросов практического здравоохранения, направленные в частности на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Принять участие в конгрессе в качестве слушателя может каждый. Мероприятие проходит в очно-заочном формате. Конгресс продлится до 19 ноября. Вопросы, но тогда мы были вот как раз на этапе, на пике второй волны ковида, и как раз тогда были другие немножко вызовы. Сейчас мы уже за вот эти 2 года накопили определенный опыт работы с этой инфекцией, потому что инфекция все равно новая, она диктует совершенно иные условия. На тот момент мы только находились в начале вакцинального пути. Сейчас уже мы стараемся сформировать уже в целом коллективный иммунитет. И, конечно, вот эти все подходы, которые сейчас вводятся, и QR-коды, и оказание этой медицинской помощи в этих условиях, конечно, это для организаторов здравоохранения это всегда вот как тематика, это вызов. Но с каждым вызовом нужно справляться. И вот коллеги сегодня будут предлагать пути, как справиться с этими вызовами. 25 октября 70 лет исполнилось Республиканской специальной коррекционной школе-интернату для неслышащих обучающихся. В рамках знаменательной даты в Центре культуры и современного искусства прошло торжественное мероприятие. На нем побывала и наша коллега Саргалана Неустроева. К 70-летнему юбилею школа-интернат для неслышащих подвела итоги. Многое было достигнуто за долгую историю школы, но самое главное, чего удалось добиться – равных прав для воспитанников интерната. На сегодняшний день слабо или неслышащие выпускники успешно устраиваются на работу, вливаются в общество и социализируются. Во многом это стало заслугой множества программ, в которых школа принимает участие. Наш девиз сегодня, конечно, сохраняя традиции, стремиться к инновациям. На сегодня мы действительно в качестве инновационных проектов реализуем ряд проектов дополнительного образования. Помимо этого мы реализуем на базе основного среднего профессиональное обучение. Кроме того, воспитанники школы-интерната стали постоянными участниками национального чемпионата «Обилимпикс», главная цель которого – помочь профессионалам с ограниченными возможностями здоровья трудоустроиться. И, как показывает статистика, весьма успешно. Ну, сейчас, конечно, процент где-то от 70 до 80%. Мы думаем, что это, в принципе, нормальный результат. И мы постараемся еще увеличить количество трудоустроенных наших ребят. Разумеется, такие высокие показатели – это и результат упорной работы самих учеников. Как признаются педагоги, их воспитанники – прилежные, чуткие и внимательные дети. Они воспринимают мир зрительно, у них очень развита зрительная память, и очень внимательные они у нас, очень умные глаза у них. И тут большую роль, мы должны очевлять наших детей, то есть если речь развита, то развито мышление. На сегодняшний день в школе-интернате обучаются 96 воспитанников. Еще 6 детей посещают дошкольную группу. Однако, к сожалению, возможности попасть на юбилей школы в Центре культуры и современного искусства у них не было. Не позволили санитарные ограничения. Тем не менее, свой главный подарок воспитанники школы уже получили. Это возможность выйти в мир на равных правах с обычными людьми. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутске открылась выставка в честь 95-летия старейшего литературного журнала «Чолбон». На ней представлены архивные номера разных лет, личные вещи и фотографии известных писателей и журналистов республики. Напомним, первый выпуск журнала был напечатан в 1926 году. Главным редактором его был один из основоположников якутской литературы, анимпадист Сафронов Алампа. Выставка будет работать до февраля следующего года в мемориальном доме музея Максима Кировича Амосова. Сегодня вот у нас
одно из юбилейных мероприятий в этом здании. Мы собрали здесь лучшие экспонаты. Здесь в оригинале у нас находятся документы. Очень много уникальных экспонатов, которые есть у нас, сохранились в редакции. Вехи истории редакции журнала, они совпадают с вехами истории самой республики. Это очень знаковые мероприятия. Благодаря проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» в год столетия нашей республики будут благоустроены дворовые территории не только Якутска, но и других населенных пунктов. Нейронгри не остается в стороне и тоже примет участие в реализации проекта. В Якутию будет направлено порядка 850 миллионов рублей из федерального бюджета на обустройство 121 дворовой территории в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», старт которому 27 октября на заседании Президиума правительственной комиссии дал полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Благодаря таким программам Нерюнгри преображается с каждым годом. Нерюнгринская городская администрация готова содействовать жителям в реализации этого проекта. Кроме тех программ, которые существуют уже по благоустройству, формирование комфортной городской среды, это федеральная целевая программа, и поддержка местных инициатив, это наша республиканская программа. Сегодня уже запускается новая программа по благоустройству дворовых территорий, это программа «1000 дворов». Мы будем собирать вот эти все предложения, будем помогать и совместно разрабатывать проектно-сметную документацию и подавать заявку на конкурсный отбор. Программа «1000 дворов» реализуется при непосредственном участии жителей. От их активности зависит, какой будет новая дворовая территория. Ведь кому, как не самим жильцам многоквартирных домов, знать, какие виды работ необходимо выполнить в их дворах. Каждый житель сможет внести свое предложение, учитывая особенности своего двора и потребности именно тех, кто проживает рядом. В нашем дворе в данный момент ничего не делалось. Мне охота, чтобы дети спокойно гуляли. Какое-то новшество, чтобы игр побольше там было. Построек вот этих вот. Хорошо, что есть такие программы, и люди, конечно, должны проявлять свою активность. Я вижу, сколько у нас красивых дворов в городе. И очень приятно, что жильцы сами могут проявить инициативу и повлиять на это. Если нужна наша инициатива, то мы можем проявить ее, сделать чистыми, красивыми, удобными для детей, для взрослых. Мы поможем. Жители сами смогут решить, каким будет их двор. Не только с безопасными детскими площадками, но и зонами отдыха и спорта, ориентированными на разные возрастные группы. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленске заливают каток и готовят лыжную базу. Зимний досуг станет доступен для горожан 1 декабря. Пока на лыжной базе нет посетителей, склон закрыт, подъемник не работает. Снег лежит, но его недостаточно, чтобы ленчане смогли кататься на лыжах и сноутюбингах. Сотрудники спорткомитета ждут осадки. Тогда покрытие на склоне станет подходящим. Сегодня работники заливают крытый каток. Прокат останется бесплатным. Дата открытия зимних объектов пока ориентировочная. Все зависит от указаний оперштаба. На сегодняшний день у нас по плану стоит открытие пункта проката коньков на стадионе и пункта проката лыж, сноутюбингов на лыжной базе на 1 декабря 2021 года. На сегодняшний день все секции у нас работают в штатном режиме. Вход во все объекты у нас по предоставлению QR-кода. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.